На стенде представлена копия шашки, которой был награжден Тимуркол Банхаев. А еще фотографии, пожелтевшие письма и черкеска отважного героя. Это драгоценные семейные реликвии, которые Мухаммед Банхаев и Ибрагим Плиев хранят не одно столетие. Героическую историю прадедов они собирали годами, каждый свою. Их предки были участниками Кушкинской битвы под командованием генерал-лейтенанта Александра Комарова. Лишь взглянув на эти предметы, можно представить, кем был их владелец и каким событиям оказался причастным. Он уже был приближен к командующему войсками Закаспийской области генералу Комарову. В это же время там же служил еще юнкер милиции Пацо Плиев. Вместе они оказались два ингуша, которым генерал Комаров доверял, наверное, потому что, в принципе, от них очень вроде, они были личными ординарцами, но от них зависело очень много, в том числе даже в бою его жизнь конкретно, Комарова, потому что это два человека, которые находились рядом с ним всегда. Тимурко Пажи Банхаев родился 17 октября 1858 года. Обучался в Назрановской горской школе за отличную нравственность и любовь к наукам. Письмом от 27 августа 1871 года был направлен на учебу в Первое Владикавказское реальное училище. В 1878 году он поступил на службу в Закаспийскую область. Поехал как вольно определяющийся. Там он был грамотный, уже имел 2 образования, школу и училище закончил. Его направили в военное училище Тифлисское, которое он закончил в 1881 году и дальше служил при штабе Закаспийской области. Бой на Кушке – это 1840 человек пехоты, 500 конных при 4 орудиях для защиты. Боевое столкновение, которое произошло 18 марта 1885 года. Казалось бы, небольшое сражение, однако сыграло огромную роль в российско-британских отношениях. Весь этот бой имел очень большое отражение в прессе тогда. Здесь на выставке представлены газеты. Здесь в экспозиции есть фотографии мест, старые фотографии мест этого сражения, современные фотографии из Туркмении, рисунки, фотографии, которые отражают сами эти события, трофеи. Там приведены старые открытки из Ашхабада, на которых стоят захваченные 8 орудий в бою. 135 лет, именно столько прошло со знаменательного события. Свидетелей той битвы нет среди нас уже давно. Память о них хранят только учебники истории и верные потомки храбрых воинов, стойких и мужественных. В этом бою наши земляки и родственники получили высокие награды. Тимурко Банхаев был награжден аннинским оружием. Это сабля со знаком ордена Святой Анны 4-й степени, надписью «За храбрость». Здесь представлена ее копия. Пацо Плиев был награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия 4-й степени. Здесь тоже удалось найти в Российском государственном историческом архиве копию его наградного листа. Там указано за мужество и храбрость, оказанные у моста Таш-Кипри, в сражении у Таш-Кипри. Для Банхаевых и Плиевых передача семейных предметов – это патриотический жест и признание того, что заслуги их предков являются достоянием всего ингушского народа. Кстати, дату для выставки выбрали не случайно. 250-летию вхождения Ингушетии в состав России, единения с Россией, мы готовили несколько выставок. И одна из очередных выставок – это выставка, посвященная бою при реке Кушки. Почему мы ее включили? Потому что это одна из тех битв, которые, как и сражение наших людей и охрана наших людей южных границ на Кавказе Российской империи, тогда была той самой битвой, которая поставила точку в споре за преобладание, за влияние в Средней Азии, в этом районе, между Великобританией и Россией. Несмотря на введение карантина в республике, посмотреть на экспонаты все же можно. На официальном сайте музея будут выставлены фотографии, и каждый желающий может взглянуть на немых свидетелей прошлого. Хава Гагиева, Маирбек Миржоев, Новости 24.